Так, ребят, я думаю, вы все уже меня ничего не надо сказать. Человек, его отец легендарный человек, он сам легендарный герой, весь семья герой Чечня. Мы знаем Анзор Масхадов, сын великого Аслана Масхадова. Он, как я, живет в Норвегии. У нас не было до сих пор такой-то возможности, чтобы встречаться, но обязательно скоро встретимся. Шашлыки будем сделать с Анзором, пойдем на рыбалку, будем палатку там отдыхать, и все будет классно, все шикарно. Главное, что победили. Анзор, пожалуйста, эфир твой, расскажи, что хочешь. Так, Фаргат, я рад, что мы связались, начали общение, братское общение. Затем, ну и, конечно же, я, во-первых, хочу поприветствовать всех твоих зрителей, всех друзей, братьев наших, всех. Вот, ну, что сказать, живем в тяжелое время с самым неадекватным соседом, вот, который начал войну в Украине. Роман, спасибо. Да, слушаем, продолжаем. Да. Вот этот сосед начал теперь войну в Украине, и все знаешь, что здесь происходит в Украине, как эти фашисты вторглись сюда и стали убивать мирных жителей, так же, как убивали мой народ, наш народ, чеченский народ. Вот. То же самое сейчас происходит здесь, в Украине. И поэтому я считаю своим долгом встать сегодня, Фаргат, рядом с этим народом, с украинским народом. И спасибо, Юра, спасибо за донат. Да. Да. И стоять с украинским народом, так же, как ты, Фаргат, ты тоже чувствуешь вот этот свой долг перед народом Украины, перед другими народами, нашими братскими народами. И я считаю, что мы все должны сплотиться и бороться против этого фашиста. Сегодня, смотри, вот то, что они делают в Украине, называли этот народ, украинский народ, братским народом когда-то, и вот так вероломно, бессовестно напали на этот народ и убивают лучших сыновей этого народа, украинского народа, героев Украины, а также убивают мирных жителей. И я боюсь, если, например, к примеру, Путин одержит победу, да, как он хочет, но у него этого не получится, и мы не дадим этому случиться, то завтра он пойдет на Казахстан, на Латвию, на Литву. У него огромные аппетиты. Это режим, фашистский режим. То есть он пойдет дальше, если мы вместе его не остановим. А мы его остановим, иншаллах. Иншаллах. Да, полностью я с тобой согласен. Я поделюсь тоже с тобой, твое мнение тоже. Да, действительно, это не только судьба и борьба в Украине, это судьба нашего народа тоже, это борьба нашего народа тоже против этого расизма, фашизма, которого наши народы страдали более 300 лет. Просто мы страдаем от этих народов. Мы с ним не сегодняшний день воюем, мы уже наши прадеди тоже с ними воевали. К сожалению, они нас просто всегда убивали, весь мир молчал. Надо в этом отношении сегодняшний день быть солидарен рядом Украине, не молчать. Каждый из нас, каждый вот из народов, который сейчас сегодняшний день поддерживает Украине, они солидарен Украине, во-первых, чтобы у нас общий враг с Украиной есть, и победит Украина, победит наш народ. Анзор, у меня вот такой вопрос, как ты вообще сегодняшний день вот видишь ситуацию в Украине? Чувствуется, что помощь идет, чувствуется, что Европа помогает. Я знаю, очень много чеченцев из Европы приехали туда. И есть ли других народов тоже там, которые с чеченским батальоном там воюют вместе? Да, вот именно в чеченском батальоне, к примеру, я познакомился со всеми. И это не только чеченцы. Вот. В этом батальоне есть и другие наши братья. Есть даже украинцы. Но название носит чеченский батальон.
То есть без разницы, смотри, Фаргат, какая разница, да, вот какое название будет иметь батальон, но мы воюем против общего врага. Будь в этом батальоне казах, или там азербайджанец, или грузин, литовец, или там швед, или норвежец. То есть мы боремся все против общего врага. Я просто благодарен Всевышнему, что наконец в этом мире люди открывают глаза и видят эту угрозу. И именно от кого идет эта угроза? То есть от Кремля. Этот Кремль, как было всегда в истории, уничтожал народы, выселял народы. И мы это, Фарад, конечно же, знаем, что они делали в Азербайджане, что они сделали в Литве, в Чехии, в Венгрии. Список большой. Вот. И сейчас вот нахожусь с нашими братьями, вот, с чеченским батальоном. И я очень благодарен, что эти ребята, вот эти братья, воюют еще с начала войны, русско-украинской войны, то есть 2014 года. Они здесь воюют против русских оккупантов и будут воевать до конца. Так я просто еще хочу спрашивать по поводу... Мы пытались на каждой своей стриме, да, когда разговор идет кадыровцев, чеченцев и все, дадим такой понят, да, что наши зрители, особенно украинцев, наверняка сейчас большинство украинцев понимает и сможет отличать кадыровцев с чеченцев. Мы все прекрасно это понимаем. Это те люди, кадыровцев, те люди, которые вот они продали свою родину, продали свой род, продали свой там дедов, там чеченских ценностей свой продали и защищают сейчас Россию. Что по этому поводу скажешь? Что отличается чеченцев и кадыровцев? Большая, огромная разница. Я вот чеченец, а также те люди, с кем я общаюсь, чеченцы, мы никогда не забудем то, что сделали с нашим народом. В течение последних 2 войн русские оккупанты убили свыше 300 тысяч мирных жителей. И как можно это все забыть и дружить с Россией? Там, пойти умирать за этого шизофреника Путина. Вот что нас различает. Вот эти пехотинцы Путина, мы их, да, не хотим, сами не хотим даже называть чеченцами. Как может чеченец или там другой представитель другого народа забыть то, что делали с их народом? Таких людей везде называют предателями. Это предатели. И я, наверное, не только наверное, а вот уверенно даже скажу, что я больше презираю их, чем вот врага. Сначала их презираю, этих предателей, а потом уже врага. И я уверен, что они понесут наказание в первую очередь от чеченского народа. Все то, что они делали за все это время, за время правления Путина, а это пытки, убийства, издевательства, унижения над чеченским народом. То есть эти отщепенцы, эти предатели чеченского народа притесняли мирных жителей. Вот. Даже приведу примеры. Ну, я веду такую активную публичную деятельность, высказываю свое мнение, и никто меня не остановит, и я буду продолжать это дело. Вот. И, конечно же, вот эти предатели там, в лице Кадырова, там, Делимханова, там, Даудова, ну, там список большой, вот, им это не нравится, когда люди говорят правду, будь это я, будь это простой чеченец. И они пытаются заткнуть нас и делают все, чтобы мы остановились. Даже были такие случаи, когда они пытались кого-то убить, активиста чеченского. Скажем, в Швеции, там, в Германии убили, потом во Франции убили, в Турции убили. То есть посылают киллеров, платят им деньги, пытаются нас остановить. Ну,
Не будет нас, будут другие. Вот этого они не могут никак понять. Мы будем продолжать нашу борьбу. И сегодня я стою рядом с украинским народом и буду стоять до конца. Я буду делать все для этого народа, все, что от меня зависит. И буду призывать своих братьев, чеченцев, чтобы они стояли с этим народом, украинским народом. Да, спасибо. Конечно, когда я тебя слушаю, настоящий дух твой отец, у тебя я вижу, и ты красавчик. Спасибо тебе за твою работу. Так, расскажи, вот как ты видишь сейчас обстановку в Украине, да, вот как все это будет, и когда все это закончится, и как это закончится, вот твой вот это видение, да, ситуации. Ну, я вижу, что мир помогает Украине, вооруженным силам Украины бороться против этого русского фашизма. Вот. И я уверен, что недолго осталось до краха путинского режима. Но нам надо открыть эту борьбу, то есть вместе работать, делать все, чтобы принести пользу в этой борьбе. И, как я сказал, скоро этот крах будет, не будет этого путинского режима. Конечно, я когда-то призывал русских, да что вы делаете? Почему вы поддерживаете этого убийцу, этого террориста Путина, который не считается с этим русским народом, вот, и, конечно же, не считается с соседями, со своими. Вот. Сегодня россияне где-то там высказываются, что вот там они за Путина, они поддерживают якобы спецоперацию в Украине, хотя это война, крупномасштабная война. И появляются такие люди, которые высказываются в поддержку этой войны, убийства украинского народа. Я никак не могу их понять. И могу задать таким вот один вопрос. Что сделал Путин за все время своего правления? Ну, там, 22 года. Ничего. Больше появилось олигархов, которые воровали у народа и продолжают это делать. Но не стало заводов и фабрик. И жизнь там самая нищая. Люди просто там выживают. Даже те оккупанты, русские оккупанты, которые приехали с войной в Украину, когда видят, как живут украинцы, они удивляются. Насколько хорошо умеют люди жить в мире. Вот. Созидают, трудятся. Того, чего нету в России, в самой России. Ну, надо бороться вместе, я считаю. И из-за того, что мир помогает Украине, вот это большая поддержка для Украины, для ведения сопротивления против такой армады орков. Ну, у нас во время 2 последних войн, когда мы сопротивлялись русским оккупантам, у нас не было такой поддержки. Абсолютно ни вооруженной, ни словом, ничем. И нам удавалось вот громить этого врага. Ираклий, спасибо за помощь, брат. Да, громить этого врага нам удавалось. Почему? Потому что мы боролись за свою родную землю. Мы сделали все, чтобы наказать этого врага на своей земле. И мы боролись до тех пор, пока у нас не иссякли эти ресурсы, свои ресурсы, и вооружение, и так далее. А здесь, в Украине, с этой поддержкой, это просто, не знаю, как назвать, тут легко наказывать этого врага здесь, на украинской земле. И будем. Сюда даже, вот, я приведу один пример, буквально недавно получил такую информацию, вчера. 20 кадыровцев отказались ехать в Украину. Почему? Потому что они увидели, что здесь происходит. Как их там лупят, как их там
уничтожают просто этими байрактарами, джавелинами, то есть против того хлама, который есть у российской армии. Когда война начиналась здесь, в Украине, я видел первые картинки, вот эти колонны, огромные колонны военной техники. Ну и что? Будь там 1000 танков, но было понятно, что это оккупант, и что этот оккупант, у него нет идеи, он не знает, за что будет воевать. Это самое первое. Второе, и вот когда я увидел эту колонну, то вижу эти старые 60-го, 70-го, 80-х годов танки, те же самые САУ, Акации, Гвоздика, БМП-1, БМП-2, ну это старье просто, перед тем оружием, которое есть сегодня в Украине. Это новейшие системы там залпового огня, скажем, там артиллерия или там джавелины, стингеры и так далее. То есть выстоим и даже победим, я уверен в этом. Так, спасибо за ответ. Вот я пытаюсь каждый раз, когда вот у нас дискуссия идет, да, обстановка, война в Украине, Кавказ, наш народ, украинский народ, да, я объясняю, допустим, азербайджанцев. Я азербайджанец, и я могу просто про своего народа это рассказывать, да, что азербайджанцев должны изучать украинцы и все, что происходит сейчас в данный момент вот, в Украине. Как ты думаешь, вот если взять чеченцев, да, которые живут сейчас в Чечне, да, как они должны все это понимать и что они должны изучать в этом обстановке, которая сейчас... Ну, вот сейчас это война, которая происходит в Украине. Хотя ваш народ уже пережили эту войну. У вас жесточайшие войны там прошли. Но в общем, что можешь вот советовать своего чеченских народов, что они должны от этого изучать все, что происходит в Украине? Скорее всего, терпение, выдержку и все-таки... Те люди, которые устали даже от этих двух войн, все-таки проявлять какую-то активность даже в самой Украине. Помощью, словом, там, делом, или там гуманитарная помощь, скажем, или помощь тем людям, которые воюют. Тоже надо помогать им во всем, даже словом. Вот, потому что это касается всех нас касается. Это коснулось не только украинского народа, это шанс для всех народов, соседей этого варварского государства. Вот именно варварского. И, как я сказал ранее, к примеру, если они даже там одержат победу, то они пойдут дальше. Вот этого врага просто надо остановить. И я здесь везде призываю чеченцев, чтобы были более активными. Красавчик, активность это очень нужна сегодняшний день нашего народа, да, потому что то, что внутри сами народ понимает о ситуации происходящей в Украине, это бы очень много нас. Давай вот звонок идет из Австрии, тоже чеченец, наш брат. Но дело в том, что он тебя не будет слушать, да, но твои ответы он может дослушать через стрим. Хорошо. Вассалам алейкум, брат. Алейкум ассалам рамтуллах. Фархад. Слушаю. Анзор слышит? Брат, Анзор тебя слушает, но он будет ответить на твой вопрос, а ты не будешь его слушать через телефон, а ты будешь его слушать через YouTube, да, на дома. Ты там звук сделаешь, больше ответа его слушать. Я с ним поздороваюсь по-чеченски, потом вопрос задам. Пожалуйста, брат. Ассаламу алейкум рамтуллахи ва баракату. Анзор муу ахуду тига муду халди. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ديكوت الحمد لله. Я вот что хочу сказать, Фархад. Да. Если бы мы в Чечне не воевали бы,
для чеченцев готовилась депортация. Это доказал сам Джохар Дудаев. Он показывал документы, есть видео даже. Если бы мы не воевали бы, нас депортировали, как в 1944 году. Вот Анзор это тоже, если он знает, это короче. Помню. Если он знает, пускай расскажет об этом. Давай, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Аллах рейсхил. Да, действительно, это было в 1994 году, но в то время, когда уже война, первая русско-чеченская война начиналась, действительно наш первый президент Джохар Дудаев показал пакет документов, где было все написано, все изложено именно российскими политиками и генералами, что готовилась депортация всего чеченского народа. То есть геноцид, очередной геноцид. Эти документы существуют, да, и это как доказательство того, что в то время ельцинская власть хотела совершить такое преступление. Я хочу просто напомнить зрителям, что чеченский народ однажды, не только однажды, ну вообще в 1944 году во время Второй мировой войны был выслан в Сибирь и Казахстан. И во время этой насильственной депортации наш народ потерял где-то половину численности. То есть это было совершено Кремлем. В Кремле тогда был Сталин. Вот такое же преступление готовили и Ельцин. То есть я подтверждаю слова брата. Действительно, это видео можно найти, где Джохар Дудаев, наш первый президент, рассказывает об этом. Как именно, что именно. Вот. Так, коротко. Спасибо тебе за ответ. Так, я хочу просто прийти нашим великие, могучие, красивые скандинавские страны, да. Я знаю, что ты тоже живешь в Норвегии, так что мы оба можем на-норвежски очень прекрасно разговаривать, но, к сожалению, наши зрители не поймет. У меня такой вопрос был, да, вот сейчас Финляндия и Швеция подала в НАТО, да, вот. Около 1400 километров границы с Финляндией, да, вот с Рашками будет. Как ты думаешь, что ожидается с российской стороны, да, вот в отношении этого принята Финляндия в НАТО? Да, я считаю, что правильный шаг. Действительно хорошо, что это случилось, и будет хорошо, если они войдут в НАТО. То есть они получат какую-то безопасность против этих преступников. Но сегодня Россия – это не Советский Союз. Все их слова, вот как сказать, не стоят ничего. Они любят стараться показать свои мускулы, которых нету у них. Какое-то передвижение там войск было, я помню вот эти события, возле границы они поставили ракеты там и так далее, просто старье. Если выстрелить, то может и не взлететь, а взорваться на месте. Вот такая старая техника у них. Но сам шаг вступления в НАТО, да, действительно, это хорошо. И я надеюсь, что Украина тоже вступит в НАТО, и другие страны тоже вступят в НАТО. Они будут заигрывать с Россией, как это делают некоторые европейские государства. Так, я тоже полностью с тобой согласен и поддерживаю твое мнение. Так, у меня еще вопросы по поводу вашей сейчас обстановка там, да, я имею в виду, это 2 батальона, которые там есть, да. Я сколько знаю, что вы получаете помощь из волонтеров, вы получаете помощь из каких-то там европейских стран, чеченцев, которые собирают и что-то отправляют для вас. Вообще-то из государства вы получаете какую-то поддержку и финансовую или какой-то там... Да, вот самый сложный вопрос, Фархад. Да, вот сейчас думаю, как бы ответить. Ну ладно, да, действительно...
То есть вы за зарплаты там не сидите, то есть вам никто зарплаты не платит. То есть, не хотим. Не хотим. Мы не наемники. Мы, как сказать, это совместная наша борьба. Враг у нас один. Вот. Нам ничего не нужно, как бы, да, зарплаты и так далее. Нет, не это главное. Ну да, действительно будет хорошо, если будет поддержка. Когда есть поддержка, тогда легко работать или там, ну, тем более воевать. Всегда в любой войне, я подчеркну так, ну, это из нашего опыта тоже, если у тебя есть поддержка от народа, если тебя народ поддерживает, то тебе будет легче сопротивляться врагу. Сегодня такая ситуация у чеченского батальона, что, да, действительно, от властей или там вооруженных сил Украины нет такой помощи. Этот батальон сегодня, можно сказать, более независимый в этом плане, но он не получает никакую поддержку. Да, есть люди, которые, да, помогают батальону, их на самом деле мало, и я даже хотел бы призвать вот, зрителей, всех наших друзей, братьев, чтобы вот так помогали тем, кому не помогают, вот, коротко говоря. Ну, это может быть самое разное. Вот, когда я был, когда я был в Норвегии, ну, ты знаешь, Фархад, как там люди собирают вещи. Мы несколько раз смогли собрать вещи, там бронежилеты были, рюкзаки, военные формы, что там, каски, медикаменты и так далее. То есть мы так собирали и отправляли эти вещи в Украину. Ну вот и еще раз хочу просто призвать, чтобы помогали и чеченскому батальону тем, чем они могут. Так я тебе тоже несколько дней назад сказал, я жду листа, да, что вам нужно, чтобы мы их покупали, отправили. Если ты подготовил такой лист, да, что нужно. У нас есть волонтерша Оксана, она находится в Днепре, может к ней там приехать ваши ребята, что нужно оттуда забрать. Но несмотря, Данзор, на это, то, что есть, да, я хочу из нашего канала, да, выручить чисто тебе на руки 20 тысяч гривен, да, и ты с этими деньгами будешь делать, как ты сам этого хочешь. Куда ребятам на бензине скидываешь или на дизеле скидываешь. Мне нужна будет только сейчас приватбанк, аккаунт, да, банк. Это должен быть приватбанк. И мы через эфира 20 тысяч гривен сейчас будем переводить. Это от наших зрителей, да, я думаю, чтобы зрители тоже со мной согласны, чтобы мы ведем одинаковую войну. У нас враг общий, и мы боремся против. Так что жду от вас приватбанка, меня отправляют после стрима, да, чтобы я сразу на эфире буду привести 20 тысяч гривен на ваш счет. Хорошо, иншаллах. Я очень благодарен и благодарю тех, кто помогает и будет помогать. Да, как ты сказал, подчеркнул, это наша общая борьба. Какая разница, какой батальон, но мы все воюем против общего врага. Ну, и еще ты подчеркнул такой момент. Ну, к примеру, вот пример просто приведу. Есть машины, там, они должны передвигаться, а туда надо заливать эту жидкость, топливо, то есть, а это топливо надо покупать, например, тоже расходы. Это просто пример. Или там еще что-то, и там еда и так далее, и тому подобное. То есть, все это расходы, и эта помощь очень важна, очень важна.
Так, тогда мы еще раз с тобой, я не хочу все разговаривать на эфире, да, с тобой обсуждать, я оставлю на других эфире, да, я много что хочу с тобой обсуждаться, много у меня вопросов есть, я думаю, чтобы очень много, я с тобой согласен на ответы, да, очень много, ты со мной согласен, да, мы оставим на следующей нашей эфире, да, будем чаще теперь с тобой обсуждать обстановку, так как она находится, это зависит от твоего времени, как у тебя свободное время будет. Так, эфир твой, ты можешь сказать, что хочешь нашим зрителям, обратиться к своим чеченцам. Спасибо, Фархад, очень приятно еще раз. Ну, в основном мы коротко так сказали, и что очень важно, знаете, мы столкнулись с такой проблемой во время Второй русско-чеченской войны. Русские всегда пытаются разделить вот, сопротивление, разделить народ на несколько частей, чтобы им было легче воевать и одерживать победу, например. Вот. Из-за этой ошибки, ну, с нашей стороны, они поставили этого, скажем, прямо скажу, ушлепка Кадырова. Вот. Из-за того, что мы позволили нас разделить. Вот, разделить. То есть я к чему? Я к тому, что обратиться к украинцам, чтобы они держали вот это единство, которое у них есть сегодня, чтобы так сопротивлялись, не опускали руки, насколько им тяжело ни было, эту борьбу надо продолжать, надо отстаивать свои гарантии безопасности и идти до конца, до победы. Для этого есть мы, для этого есть и другие наши братья, которые будут стоять рядом с вами. И еще раз, не позволяйте разделить вас. Если вы позволите, вот тогда будет тяжело. Вот тогда будет тяжело. А сейчас я рад, что у украинцев есть это единство. Я всегда верил в украинский народ. Украинский народ не тот народ, на которого можно нападать. Вот так, бессовестно, тем более. И когда эта война начиналась, я был уверен, что Путину будет тяжело, российской армии будет тяжело. Я знаком с духом украинского народа. Об этом говорили наши лидеры чеченского народа. Что, как помнишь, Фархад, когда зайдет украинское солнце, да, то будет в России закат. Вот. Как сказал первый президент нашей республики Джохар Дудаев. Будет крах, добьемся победы, я уверен в этом, уверен. Будем продолжать эту работу. Мы с вами и другие с вами, весь мир с вами сегодня. Весь мир с вами сегодня. Вот так коротко я хотел обратиться ко всем. Есть один из зрителей, он пытается позвонить, но если есть у вас какой-то вопрос, Анзора, да, вот сегодняшний день не тот день, который вот мы организовали, Денис чтобы Козел, вопрос Лондону, ответить. Да, 100 вот гривен. мы оставим Спасибо, Анзор, все... за интервью. Слава Украине! Русские пидасы! Давайте мы сделаем это на следующий эфир, откроем прямой эфир онлайн, да, люди может позвонить, много кто тебе приветствует, много кто тебе передает здоровья тебе желает, успех тебе в любом деле, и не только чеченцев, азербайджанцев, даже там украинцев и все. Так, Анзор, спасибо. Мы оставим все других вопросов на следующий эфир. Я говорю, у меня куча разговоров есть, куча вопросов есть, хочу с тобой обсуждать. Мы приходим к этому. Так я жду, только, пожалуйста, деньги буду переводить. Хорошо? Хорошо, брат. Спасибо. Спасибо. Держись там. Дякую. Слава Украине. Ребята, всем привет от меня. Был рад тебя слушать. Да, спасибо. Салам алейкум. Валикум салам. Так, это был наш красавчик, это Анзор.
О! Вот это дух чеченских народов. Вот это, я говорю, каждые его слова я слушаю дух его отец. Так, ребят, я не буду звонок принимать. Алло, да, слушаем вас. Вообще-то сегодня эфир недели, звонки, да? Алло, да, слушаем вас. Сегодня вообще-то эфир у нас неделя звонки, но я вас просто буду слушать. Да, здрасте. Выключите звук от Ютуба, что эхо не было. Слава Україні! Героям слава. Слушаю вас. Як ви там взагалі? Отлично, нормально, все хорошо. Конкретно, если у вас есть вопрос, задайте, пожалуйста, потому что у нас эфира времени много нету, я сейчас буду чат-рулетка зайти. Я буду очень лаконичен. Слава Україні, но и героям слава. Мы выиграем эту войну. Иншаллах. Героям слава, спасибо, что звонили, держитесь там, удачи вам. Иншаллах. Давайте. Так, спасибо. Так, ребят, я ни с кем не обсуждал, что я буду ваши деньги куда-то отправить и у вас спрашивать это. Я прошу прощения. Я думаю, что большинство со мной согласен, чтобы помогать ребятам. С этим сумма 20 тысяч гривен, которую вот вы отправили, чтобы как-то там мы будем ребята поддерживать. И это наши бойцы, которые сейчас там находятся, это наши братья, и которые борются, и, к сожалению, я даже не понимаю, почему с стороны правительства Украины не оказана на какой-то финансовой помощи этим ребятам. Так что это наш долг, чтобы их поддерживать, и я без того, что ли вас спрашивал, я сказал, что будем помогать 20 тысяч гривен, так что сегодняшний день то, что мы собрались, у нас на счет есть 20 тысяч гривен, идет туда. Давайте я сейчас все эта сумма буду переводить на 24 900 гривен у нас есть, я буду вывести эту сумму на один счет,